В конце августа в результате порывов ветра произошло разрушение части пешеходного моста, соединяющего Усть-Ухту и Сосногорск. Этот мост давал возможность жителям существенно сократить путь из одного населенного пункта в другой. Сейчас это сделать невозможно, что вызвало волну возмущения среди местных жителей. В управлении жилищно-коммунального хозяйства разъясняют, ремонт моста не завершен, но мост обязательно будет восстановлен. Прежде всего, хотелось бы успокоить жителей села Усть-Ухта. Мост отремонтирован будет. До 28 августа этого года была разрушена часть деревянного настила моста через реку Ухта в селе Усть-Ухта. Конечно, подрядчик сразу приступил к ремонтным работам, но в ходе работ было выявлено, что мосту требуется ремонт более капитального характера, чем был начат, чем мы предполагали. К сожалению, мост не является объектом муниципальной собственности, и таких средств в муниципалитете нет. Нами было направлено ходатайство в республиканские ведомства, и со дня на день мы ждем ответа о финансировании данных мероприятий. Для проведения ремонтных работ на подвесном мосту необходимо 800 тысяч рублей. Отсутствие видимых ремонтных работ послужило поводом для различных слухов в социальных сетях. Интернет облетели кадры, как люди пытаются преодолеть реку по тросам. В управлении ЖКХ подчеркивают, это опасно для жизни. Специалистами ежедневно выполняются мероприятия по ограничению доступа на мост. Однако некоторых особо рьяных граждан сигнальные ленты и предупредительные надписи, вопреки здравому смыслу, не останавливают. Так же, как не останавливает и переход железнодорожных путей в неположенном месте тех, кто пользуется этой короткой дорогой. Сегодня проход по мосту ограничен. Пытаться пройти по нему запрещено. Жители уведомлены об этом в СМИ. Также установлены сигнальные ленты, распечатано объявление о том, что проход запрещен. Также хотелось бы жителям напомнить, что проход после подвесного моста через железнодорожные пути запрещен и опасен для их жизни. Жители должны руководствоваться знаками, установленными ОАО РЖД, идти по направлению к санкционированному путепроводу и переходить только в местах, оборудованных для перехода. В управлении ЖКХ напоминают, что на сегодняшний день жители Усть-Ухты добраться в город могут автобусами. Добавлены 2 дополнительных вечерних рейса. Школьников отвозят к образовательным учреждениям и привозят обратно школьный автобус. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В общественной приемной главы Коми по Сосногорскому району провели прямую линию с прокурором города Романом Якименко. Такое общение прокурора с жителями проходит раз в месяц. Достаточно позвонить в общественную приемную, чтобы получить комментарий по своему вопросу. Работа по обращениям, в частности в нашем формате, связана с приемом граждан, с общением граждан в республиканской общественной приемной, конечно, имеет свой эффект, потому что работаем мы с гражданами напрямую, общаемся напрямую. Бывает, что сразу даем какие-то разъяснения, находим выход из ситуации. Ну и кроме этого, эти обращения, поскольку они получены в ходе личного приема, остаются на моем личном контроле. Позвонившие на прямую линию задавали вопросы о распределении долей в жилье, находящемся в собственности. Также сосногорцев волновала высокая плата за коммунальные услуги. Обращения поступают по разным поводам. Традиционно это обращение в сфере жилищно-коммунального хозяйства, нарушение жилищных прав граждан. Но в последнее время, последние годы увеличилось количество обращений, связанных с работой отдела судебных приставов нашего отдела по городу Сосногорску и, соответственно, по соседним районам и республиканскому подразделению. Роман Якименко записал контактные данные позвонивших и подчеркнул, что лично проконтролирует разрешение их вопросов. О следующей прямой линии с прокурором можно узнать в группе Сосногорской общественной приемной ВКонтакте. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В начале сентября в Ленинградской области прошел межрегиональный молодежный образовательный форум «Ладога». Он объединил более 700 участников.
Побывали на форуме и жители Сосногорского района. Анастасия Токмакова руководит детским образовательным медиапроектом «Вспыш ТВ». Его посещают начинающие журналисты. Проект «Вспыш ТВ» – это образовательный медиапроект для детей младшего школьного возраста. Но у нас есть дети не только младшего школьного возраста. Мы здесь проходим, узнаем азы производства телевизионных информационных продуктов. Проще говоря, мы делаем новости. Ну и не только. В этом году центральной темой форума «Ладога» стало патриотическое воспитание молодежи. Форум объединил научные и патриотические молодежные сообщества, чтобы по-новому взглянуть на развитие малых территорий регионов Северо-Запада. Одно из самых главных преимуществ форума – это нетворкинг, знакомство с различными людьми, активными, из того направления, которое тебе интересно, с которыми можно делать в будущем какие-то проекты. Для меня это было интересно и познавательно, и вообще, в принципе, для всех, кто туда ездил. Форум был посвящен гражданской и военной патриотике, а также профилактике деструктивных настроений в молодежной среде. Эти направления были реализованы через 8 образовательных потоков. Анастасия Токмакова изучала направление «Защита будущего в киберсреде». Форум «Ладога» – это очень масштабное событие, там много направлений, треков, в которых можно пройти обучение, найти интересных людей, узнать о новых проектах. У меня было направление «Защита будущего в киберсреде». Оно посвящено созданию позитивного контента в различных соцсетях, ну и в других источниках массовой информации. Но также мне понравился проект «Киноуроки в школах России». Такой очень интересный проект. Мне вообще хотелось, чтобы в Сосногорске он тоже появился. Здесь, кроме самих киноуроков, есть возможность, как в будущем, поучаствовать в создании короткометражных фильмов для этих киноуроков. Студентка Сосногорского технологического техникума Александра Семенова в родном городе занимается волонтерской деятельностью. Состоит в объединениях «Доброе сердце» и «Волонтеры Победы». На форуме девушка посетила направление «Без срока давности». Я была в направлении «Без срока давности». Это на основе истории о Великой Отечественной войне. Нас в основном обучали ораторскому искусству. Мы в течение всей недели обучались ораторскому искусству, и в конце всей смены мы представляли, была самопрезентация и история о Великой Отечественной войне. Главным итогом форума для всех его участников стало получение навыков и компетенций в сфере патриотического воспитания. Полученные знания они смогут применить на практике в своих регионах, в том числе и в Сосногорске. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорске подвели итоги социального проекта «Маленький лис». В прошлом году его разработали и представили на профильный конкурс специалисты отделения реабилитации для детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями здоровья. Проект был одобрен и вошел в число победителей. В основе реализации проекта лежит произведение Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Если вы помните, там главный герой был маленький принц. И у героя появился друг лис, который его сопровождал, был другом и помощником. Также и данная концепция отделения, она перенесена, концепция этого проекта перенесена в работу отделения. То есть специалисты выступают в роли этого лиса. Мы все лисы, которые помогают нашим принцам и принцессам, нашим деткам, которые посещают наше отделение. При реализации проекта социальные работники создали для детей-инвалидов условия, которые позволили им проявить таланты и почувствовать себя в новой интерактивной среде. Работу по достоинству оценили и родители ребят. Раньше был реабилитационный центр, а сейчас его, как называется, новое название «Маленький лис». Поменялись на стенках вся это. Потом что еще у нас? Аппаратура новая. Моим детям очень нравится. Один ребенок у меня участвовал в проекте. Творческий конкурс у них «Маленький герой». И он делал для мультипликационного фильма этот персонаж.
В течение нескольких месяцев ребята обучались различным техникам – макетированию, бумажному моделированию, созданию мультипликационного фильма с использованием макета сказочного мира. Направлена на социализацию детей с инвалидностью посредством новых инновационных методов работы, а именно работа, также велась коррекционная работа, развивающая с детьми с инвалидностью, детьми с ограниченной возможностью здоровья. Также использовались новые методы работы, а это методы с бумагой, работа с бумагой, это оригами, это новая методика объемного моделирования, паперкрафт называется. Дети создавали различные поделки, так скажем, из бумаги. В рамках проекта ребята познакомились с произведением «Маленький принц», создавали макет сказочного мира, выдумывали жителей необычной планеты. Все это дети учились выполнять из бумаги, используя различные техники. Принц мне мой брат старший помогал, но в основном я вот тут делала вулкан сама. Вот. Мне очень понравилось в этом проекте участвовать. Финалом проекта стало создание мультфильма «Мир, который нужен мне». Кто-то из ребят участвовал в съемке, кто-то озвучивал персонажей. На протяжении всей работы путеводителями и наставниками принцев и принцесс оставались специалисты отделения. Однажды на одну такую планету полетел принц. Она ему понравилась, уж не знаю чем, поэтому на ней тогда было одно голое и пустынное место. Голое, как пустой стол. Но принцу удалось сделать что-то с ней такое, что она начала оживать. Поэтому эта планета стала его по праву. Принц видел, когда подлетали другие звезды, он все бросал и бежал встречать их. Принимал детей с восторгом, очень радостно и нежно. А потом знакомил их с окружающим миром так красочно и упоительно, что дети решались оставаться. Несмотря на завершение проекта, деятельность реабилитационного отделения «Маленький лис» продолжается. Его сотрудники ждут в гости своих принцев и принцесс. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.